Добрый день, Борис. Приветствую. Добрый день. Добрый день. Хочу представить своего визави. Борис Владимирович Стамахин, российский публицист, который отсидел 12 лет по статьям за разжигание национальной розни, как ему инкриминировали. Борис Стамахин принципиально стоит на позициях реорганизации России для освобождения тюрьмы народов и народов, входящих в эту тюрьму. Правильно я все сказал, Борис? Ну, в принципе, да, только я бы не стал называть это реорганизацией, я бы сказал пожестче. Да. Ну, думаю, она распадется, она обречена распасться и распадется. Ну да, будем на это надеяться и прилагать наши скромные усилия. Борис, сейчас я знаю, вы находитесь сейчас в Украине, вы выехали в Украину. Недавнее ваше смотрел интервью, где вы рассказывали, что вы в 2004 году пытались тоже просить убежище в Украине, вам отказали. И после того, как вы вернулись, вам предъявили статью 282, по-моему, да, она тогда называлась, и вы были осуждены. Расскажите, пожалуйста, как сейчас ваша ситуация, как ваши дела обстоят на сегодняшний день? Сейчас ситуация вроде бы неплохая, на первый взгляд, по крайней мере. Я отсидел действительно 2 срока, мне предъявили и 282-ю, и 280-ю, а вторым сроком еще и 205-ю, вторую, весь набор, как говорится. Вот. Я отсидел оба срока, освободился, живой, как говорится, выбрался оттуда. Смог уехать. Вот. Сейчас нахожусь в Украине, прошу здесь политического убежища, подал документы в миграционную службу, жду как бы результата. Вот. Пока что вроде бы все неплохо. Пока есть какая-то надежда. По крайней мере, так сказать, есть надежда на то, что ответ будет положительный. Вот. Так что все более-менее. Желаю удачи вам. Вот, Борис, вы перебирались пешком, я так слышал, да? Вы границу пересекали пешком. Ага. Вы знали, как? Вы по Google Maps шли или как? Ну, к сожалению, Google Maps такие вещи не фиксирует. Там приходилось больше с людьми разговаривать, так сказать, с попутчиками, с прохожими там, и со всякими такими посторонними людьми. И худо-бедно я, так сказать, смог там пройти. Ну, общее направление просто, я знал, какое держать. Плюс-минус там сколько-то. Вот. И ничего, вот вышел, так сказать, к утру уже вышел в Украину. Вот так. Ну, как говорится, марш Волы. Приходите свободным. Вы, поздравляю вас с освобождением. Освобождением не только из тюрьмы, но и из тюрьмы народов. Да, не только из малой зоны, но и из большой, правильно. Да, и как из малой, так и большой, да. Очень рад за вас. Хотелось бы вот спросить вас по поводу отбывания срока наказания, где вы находились, и в каких условиях вы находились. Я раньше работал адвокатом, и с одной стороны я знаком с этой системой, но как она изнутри? Расскажите, пожалуйста. Она отвратительна изнутри, просто отвратительна, вы знаете, глубокое омерзение при одном воспоминании испытываю. От сталинских лагерей сильно отличается? Ну, от сталинских, если равнять вот прям со сталинскими лагерями, ну, она, конечно, да, она заметно отличается. Она отличается в том смысле, что технический прогресс достаточно далеко ушел вперед по сравнению с теми временами. Вот. Сейчас везде видеокамеры висят. Сейчас все, знаете, вертухаи ходят с регистраторами вот здесь на груди и все снимают. Все, что ты им говоришь, все снимается на камеру, и потом они могут предъявить. Если ты им что-то не то сказал, они доказательства предъявляют. Отчасти это работает против них, потому что они, когда кого-то бьют, то тоже они снимают на регистратор. Вот был скандал, когда они в Ярославле там кого-то били, и потом это было опубликовано в газете в Новой, и был скандал. Несколько человек арестовали. Вот. А, собственно говоря, сами отношения, видите, вот технический прогресс – это единственный вид прогресса, который существует. А отношения людей, как бы, внутри этой системы остались практически теми же самыми. И точно так же, как и в сталинское время, понимаете, вертухаям наплевать на тебя, просто наплевать, есть ты, нет тебя. Они только обязаны тебя каждое утро и каждый вечер там по проверке тебя помечать в карточке, что ты есть.
что ты числишься, что ты никуда не убежал, не умер, и, так сказать, по их отчетности ты присутствуешь на этом месте. А вообще, как ты там живешь? Есть у тебя что-то, нет вообще, нормально, ненормально у тебя там ситуация? Им пофигу абсолютно. И что-то, малейшую какую-то проблему решить, бытовую, самую малейшую, элементарную, там немыслимо тяжело, там всякая, каждая мелочь там проблема, понимаете, это ужасно выматывает нервы, вообще ужасно тяжело это психологически. Никакую малейшую проблему там невозможно быстро, адекватно решить, там надо часами или часами, там, или сутками, или там вообще заявления писать там по 25 штук этих заявлений, жалоб и прочего. Ничего, не чихали они на все. С огромным трудом пробиваются самые элементарные вещи. Мучительно вообще, тяжело очень. А вот избиения, пытки практикуются? Знаете, слава богу, что я не испытал это на себе, но я много, конечно, слышал об этом, они практикуются во многих местах, мне просто повезло, я не попадал в такие ситуации. Вот, я просто не попадал в тяжелые места, где бьют. Ну, допустим, я прошел там, надо сказать, Киров и Саратов, кто знает, тот как бы поймет, о чем речь. Киров и Саратов – это страшные места. Вот. И, ну, слава богу, мне повезло, меня там не избили, ни там, ни там. Меня только, единственное, брили, одев мне наручники за спину, меня брили наголо, бороду и голову, брили там эти сами вертухаи лично Машенко в Кирове. Вот. Вот это было. А бить не били, к счастью. Просто повезло. У нас вот за две, вот, особенно вот в последнюю войну, за две русско-чеченские войны незаконно осуждено 26 тысяч наших граждан. Попадались ли вам чеченцы? Вы долго стояли на страже, над защитой нашего народа. Какие у вас с ними складывались отношения? Знали о вас чеченцы или нет? Знаете, да, чеченцы попадались. И я помню, что, человека два там меня, по крайней мере, вспомнил. Моя фамилия им что-то говорила. Они вспомнили, что они обо мне читали. Или читали там меня самого еще когда-то, в прежние времена. Да, действительно, я чувствовал, что некоторое, так сказать, некоторое имя у меня есть в этой среде. Это было очень приятно. Очень. Получается, что я как бы жизнь не зря прожил. Я вот как бы, меня хотя бы помнит чеченский народ. В некотором смысле. Вот. Да, вас чеченский народ помнит. Просто вы тогда начинали заступаться за нас в самое трудное для нас время, когда мы переживали острую фазу вот этого геноцида, и люди находились в очень тяжелом положении, и о вас, конечно, по телевизору не показывали, вы печатались там в интернете, там в своих газетах, поэтому не широкую публику, но узкий круг людей, который посвящен в эту тематику, конечно, вас знают, и чеченский вас народ обязательно и не забыл, и не забудет никогда. И когда мы освободим свою родину, обязательно по заслугам оценим ваш труд. Дай Бог. Спасибо большое. Борис, скажите, вот сейчас вы переехали в Украину. Как вы, разницу между Украиной и Россией, что вы первое, что бросилось вам в глаза, и на что вы обратили внимание? Разница, конечно, моментально бросается в глаза, она совершенно, даже словами трудно описать это. Конечно, разница огромная, понимаете. То, что называется, если так выражаться пафосно, знаете, вот воздух свободы, что называется. Здесь совершенно другая атмосфера. Здесь реальная политика, реальная, так сказать, свобода, да, общественная жизнь бурлит, да. Никакие, проходят большие митинги, и никого не уволакивают, никакие автозаки не стоят, да, никого не забивают там дубинками, ногами. Вот. Все как бы, сильно отличается. Знаете, у меня такое впечатление бывает местами, вот ощущение, да, будь это политическая жизнь, будь это вот просто какая-то городская жизнь, городская среда, вот по улице идешь там где-то, смотришь на это, на все в транспорте едешь, да, знаете, местами напоминает Москву 90-х годов, когда я еще был молодой, что называется. Вот, 90-х годов, когда в России тоже, какая-никакая, но все-таки свобода была. Пускай она была не полная, какая-то урезанная. Но, тем не менее, все-таки она была, и выборы проходили честно, на самом деле. Вот, и правозащитные организации существовали, их никто, так сказать, еще не объявлял иностранными агентами и все такое. Вот, и действительно, какая-то жизнь все-таки бурлила, что называется. Я в ней принимал участие, я почему это хорошо помню. Сейчас такое ощущение здесь. Здесь нормальная человеческая жизнь, нормальная свободная жизнь. Я очень надеюсь, что Украина, выберется из вот этой ямы, сможет решить свои проблемы. Вот. Ее проблемы связаны с Россией, так же, как и проблемы чеченского народа. Я думаю, что неизбежный распад империи, он станет
облегчением и для украинцев, и для чеченцев, и для всех покоренных народов. Это ярмо должно быть сломано, наконец. Вот это имперское ярмо, оно должно быть уничтожено. Россия должна распасться, и чем скорее, тем лучше. Да, надо прилагать к этому усилия, конечно же. Скажите, пожалуйста, Борис, как вы видите по поводу распада России, как это может произойти? Силовым путем или это эволюционным путем, да? Россия должна прийти к демократическому государственному строю? Ну, это такой довольно сложный вопрос. Сложно отвечать, потому что это чистое гадание. От меня же не зависит ничего в этом процессе. Вот лично от меня, хотя, может, я и хотел бы поучаствовать и как-то его направить, этот процесс, так сказать, в то или иное русло. Но от меня это практически не зависит. Может быть, это какой-то радикальный путь, да, войны или что-то еще. Может быть, она просто тихо распадется. Но, к сожалению, так просто и легко, как было с Советским Союзом, когда вот чисто в формальном смысле, да, собрались там президенты трех республик из 4, которые были основателями СССР, они просто взяли и официально денонсировали договор 22 года о создании СССР, и все. Он юридически считается больше недействительным, все, СССР нет, он мягко, так легко и свободно, так сказать, был распущен, без всяких катаклизмов. Вот. Здесь, наверное, так не получится, потому что она учреждалась формально юридически по другому принципу, не то, что вот какие-то территории там были основателями, а остальные там примкнули потом. Здесь будет все сложнее, я не могу заранее вот как-то предсказать точно. Цена этим прогнозам очень невелика. Мне кажется, что те регионы, которые находятся на окраинах России, которые имеют выход во внешний мир, они, наверное, первыми, так сказать, стартуют на вот этом пути, так сказать, распада. Они будут, наверное, просто отделяться потихоньку, да. Россия, она будет, что называется, эта империя будет сыпаться. Она бывает сыпется, просто вот окраины начинают отделяться, да. И их удержать-то не получится, потому что если можно одну окраину, если вот Чечня, маленькая Чечня, которая там объявила о своей независимости, на нее были брошены все силы, все виды вооружений, кроме ядерных, и там было устроена вообще, так сказать, кровавая бойня, то если это будет на протяжении от Кёнигсберга до Владивостока, будет гореть вот это все по окраинам, они не смогут одновременно усмирять и там, у них войск не хватит. Они будут вынуждены, так сказать, они потеряют, так сказать, возможность этим всем руководить, этим государством. И оно просто развалится вот таким вот естественным образом. Когда на различных окраинах там по всему периметру будет это происходить, это отделение и, так сказать, распад, то ничего они сделать не смогут. Вот, начнется, я думаю, с окраин. Там, я не знаю, одна Сибирь чего стоит? Она может распасться на несколько государств. А есть западный край, да, западная сторона, там Кёнигсберг, Петербург и область могут отделиться и создать там республику Ингрию независимую. Это все как бы, достаточно запустить этот процесс, и он как бы пойдет как цепная реакция. Если кто-то начнет проявить решимость, то, так сказать, остановить потом уже не удастся, уже заполыхает все, и она распадется. Мирно, не мирно, она распадется обязательно. Борис, вы неоднократно говорили, что в России у народа рабский дух, да, рабский менталитет. Конечно. Вот именно этого-то я и боюсь, что даже, понимаете, она распад империи — это неизбежность, да, это историческая закономерность, все империи распались. Но вот именно то-то и напрягает, что она распадется, но население в этих новых государствах останется то же самое. Еще неизвестно, что они там начнут делать после этого, в какую сторону они двинутся, не начнут ли они социализм строить. Вот это неизвестно. Вот это опасения вызывает большие. Вот. Но, тем не менее, другого пути все равно нет. Это очевидно. Да, но какое-то противоречие я вижу в ваших словах. Если люди не способны самоорганизовываться и отделяться, то как они будут отделяться? Нет, я не вижу просто логики у вас. Да, это не такой простой процесс, это не так вот все линейно, так сказать. Тут достаточно противоречий. Да, русская история, она вообще противоречива, и в ней не все так однозначно. Да, понимаете, во-первых, отделяться могут не только русские. Речь как бы шла о русских. Конечно, другие народы, включенные в состав империи, находящиеся в ней веками, они тоже сильно пострадали. Очень сильно. Да, их менталитет тоже, к сожалению, был, так сказать, подвергся ужасным деформациям, и они тоже находятся в прострации и ничего не хотят. Им совершенно все равно, кроме водки, их уже там мало что интересует на этом свете. Вот. Но, понимаете, бывает по-разному.
В свое время Новодворская, хорошо говоря, собственно, о России, и в основном, конечно, о русских, которых 85% в России, она сформулировала очень хорошо, что маниакально-депрессивный психоз – это наш национальный характер. Вот, то есть черта менталитета такая, что рабы, они не все время находятся в такой рабской спячке, временами они начинают бузить, их одолевает вот этот маниакал начинается, и они начинают там все крушить. Начинается пугачевский вот этот бунт бессмысленный, беспощадный, грубо говоря. Вот. То есть смысл в том, что если какое-то что-то подобное начнет происходить, то, возможно, это и явится, так сказать, тем фактором, который похоронит империю. Если просто еще этим процессом будет кто-то руководить, направлять его в нужную сторону, пока я не вижу, кто бы это мог делать, нет таких политических сил. Вот. То есть, да, они как бы находятся в спячке, но временами происходит оттепель, да, русская история ходит по кругу, от оттепели там через завинчивание гаек, через там полный мороз, да, потом опять оттепель и все по кругу, да. Вот если будет очередная оттепель, попытаться можно ее использовать в этом смысле, вот. То есть использовать какие-то шансы, которые предоставятся. Заранее мы не можем сказать, какие и как это произойдет. Но шансы надо использовать, когда они будут. Я все время именно об этом и говорю. Борис, бунт беспощадный может быть в таком случае только голодный бунт. Нет? Ну, по логике, да. К сожалению, да. Понимаете? Как объяснить? То, что мы хотим, допустим, да, то, что мы считаем правильным, вот этот распад империи, это не значит, что нам никто не гарантирует, что все именно так и получится. Это только мы высказываем то, что мы хотим. А на самом деле может получиться иначе, да. Такая опасность есть. Какой-то голодный бунт, какие-то вот эти вот, так сказать, социальные катаклизмы, там, поджоги дорогих буржуйских тачек на улицах, там, погромы магазинов с выносом товаров и прочее. Может быть такое, да, это будет глубоко реакционное действие, и поведут они совершенно не в ту сторону, куда надо. Надо пытаться это нейтрализовать, надо пытаться этому противодействовать, как мы можем, так сказать, силами, так сказать, политических организаций, которые есть. Заранее ничего предсказать нельзя, можно только высказывать, что формулировать то, что мы хотим, и пытаться доносить это до масс, до угнетенных народов, пытаться, так сказать, объяснять им, их, грубо говоря, их же собственные интересы, потому что получается, что мы понимаем больше, чем они, эти интересы. Вот. Их интересует, вот, может быть, что-то такое, типа вот как я сейчас описал. А на самом деле им бы стоило создать независимое государство и начать жить по-другому. Вот. Это мы можем только говорить об этом и давать советы, и, так сказать, пытаться объяснять это и все. Ну, знаете, Борис, за почти более 2 десятков лет русско-чеченской войны даже кавказский или тот же татарский народ, который очень большой, да, второй по численности в Российской Федерации, эти народы не только не изъявили, да, желание принять участие, объявить о своей независимости, но даже татары потеряли те права, которые у них были, как вы говорили, вот в эти 90-е годы, когда была хоть какая-то оттепель и свобода. С чем вы это связываете? Почему вот так пассивно, был же шанс, когда чеченцы отвлекли на себя вот эту всю мощь, можно было воспользоваться этим? Что послужило тем, что... Ну вот, понимаете, можно было, но вот так вышло. Ведь в свое время в Татарстане был референдум в 92 году, и там 61% проголосовал за суверенитет, за независимость от России. Вот. Ну, как объяснить? Я не знаю. Точно так же можно сказать, почему Чечня так героически воевала, да, погибло столько народу и добивалась тактических успехов определенных, а сейчас там вот такая диктатура творится, да, которая там сейчас. Вот. Ну, невозможно, как считаете, Маяковский писал, что вечный пламень невозможен, сердцу надо отдохнуть. Невозможно постоянно гореть и вот пылать вот этим и бороться, да, это не бывает это вечно. Бывают периоды вот подъема движения, да, потом, если оно терпит поражение, если оно не добивается в какой-то исторически обозримый период серьезных успехов, оно идет на спад, эта волна затухает. Вот. Потом через какой-то достаточно значительный исторический период складываются опять условия для этого, для всего. Потом постепенно происходит новый подъем. Если находится какой-то повод, там какое-то событие может быть послужить там этим самым катализатором, и начинаются какие-то события исторические, там уже неконтролируемые никем, да, по крайней мере, старой властью. Вот. Тут невозможно, хотя, может быть, это не в тему немножко, но невозможно не вспомнить то, что в свое время Ленин писал о революционной ситуации, что она вот так просто рукотворно она не создается, она должна вызреть, сложиться, и, как говорится, когда сложится, тогда только будет, а искусственно это вызвать нельзя. Вот это практически, это тоже та же самая революционная ситуация, вот о чем мы сейчас говорим.
Когда оно будет, тогда будет. Предвидеть мы этого не можем. Мы можем только к этому готовиться и стараться, ну, порох держать сухим к этому моменту. Вот это все, что мы можем. Хотя бы это. Ну, Вот. тогда вытекает следующий вопрос, вот из того, что вы говорите. Тогда как готовиться, к чему, как организовываться в партии, в движении, собирать информацию по преступникам? Да, совершенно верно. Все это, все, что вы назвали, это полезные и нужные вещи. И организовываться в партии, да, и собирать информацию, и как бы писать что-то, так сказать, доносить до людей, вот, помогать им, ну, в просвещении их, да, в осознании их собственных нужд. Все это необходимо. Мы не можем подменить, грубо говоря, подменить собой историю. К сожалению, не можем, как бы нам этого не хотелось. Но мы можем ее так потихонечку этот паровоз подталкивать. Ну, пока он, так сказать, еще скорость нормальную не набрал, его так подталкивать легонечко, в меру наших сил. А когда уж он наберет скорость, тогда мы на него можем только спрыгнуть. Он нас тогда захватит с собой. Вот как-то примерно так. Мы можем только готовиться к этому сейчас. Пока ничего нет, готовиться. Понимаете, ведь недаром же, вот вы меня извините, но недаром же за какие-то, ну, за одни лишь разговоры, фактически это просто разговоры о распаде империи, да, о независимости каких-то частей империи, да, российской. Вот. Сейчас, уже не сейчас, а уже там, с 2014 года, кажется, введена в Уголовный кодекс статья 280 прим. 1, которая дает до 5 лет лагерей. Ну, они все называют призывами, все, что в устной форме им надо покарать и пресечь, они называют призывами. Эта статья называется «Публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации». Они прекрасно понимают, что даже вот это то мизерное, что мы можем делать сейчас, даже оно для них страшно опасно. Они карают беспощадно за разговоры, за вот попытки сказать, вынести на публику эту тему, поднять ее где-то публично. Да? Когда я освободился в тот раз, в 2011 году, я начал читать интернет сразу же и был, знаете, приятно поражен, можно сказать, тем, что тема распада России, о которой там 10 лет назад до этого говорил практически я один, я это помню хорошо. А теперь я вышел из лагеря, и вот, пожалуйста, это все обсуждается, это как бы звучит открыто, как будто, так сказать, это действительно, ну, осознанная историческая вот линия, да. И, пожалуйста, прошло там буквально пара-тройка лет, уже возникла вот эта статья. Ну, так называемая Медведевская оттепель, значит, закончилась, все, гайки завернули опять, статья была введена. Первым по ней сидел, если я ничего не путаю, Рафис Кашапов, татарский известный националист и активист. Да, я с ним знаком. Да. Вот он по ней первым уехал в Мордовию или куда. Вот. Короче говоря, они понимают, что даже это для них страшно. Это надо делать. Собирать информацию, собирать списки палачей, все это публиковать, доносить до Запада, до западного общественного мнения, стучаться, так сказать, в сознание западных лидеров, пытаться им это все объяснять. Стучаться, ну, в Библии, я, конечно, не верующий, но в Библии сказано, стучите и отворят вам. Вот надо стучать. Именно так действовать. Грубо говоря, мы с вами сейчас по пятерочке себе наговариваем уже, да? Я-то точно. Так-то да, конечно. Понятно. Борис, тогда вот давайте поговорим о Западе. Какую роль видите вы Запад? Какую помощь должен оказывать Запад? Что мы им должны разъяснять? Потому что на самом деле они некоторые вещи... Даже такие простые вещи, которые нам кажутся в порядке вещей, они некоторые вещи не понимают. Какую роль вы видите Запада вот, в будущем наших судеб? Ну, роль Запада, конечно, очень велика, ее даже трудно переоценить, понимаете. Роль Запада... Ну, Запад до сих пор, несмотря там на появление там супермощного Китая и прочих, да, Запад все равно до сих пор еще остается самым сильным, так сказать, игроком вот в этом международном раскладе, самой большой могущественной силой. Вот. Поэтому в конечном счете от Запада все и будет зависеть. Если бы Запад захотел помочь, вот, допустим, Чечне, да, Украине, вот. В свое время ведь именно Запад, ну как считается, я, конечно, не могу, я в это время сидел, поэтому могу судить только по прессе, по отзывам. Но ведь в конечном счете именно Запад в 2008 году спас Грузию, потому что русские уже там почти что до Тбилиси дошли, они активно хотели его взять. Но Запад в лице там президента Буша, который не верил, когда Саакашвили давал интервью, что мы обращались к Бушу с данными нашей разведки о том, что там готовится нападение, там фотография колонны танков с надписью там на Абхазию,
Но Буш не верил в это, он считал, что ничего этого быть не может, Россия не может никуда вторгнуться, это совершенно исключено. После распада СССР Россия никакой опасности не представляет. Они действительно так считали в Вашингтоне. Получилось не так, и оказался прав Саакашвили и данные грузинской разведки. Вот. Если бы Запад их не спас, что бы сейчас было с Грузией? Даже страшно думать и не хочется абсолютно. Вот. Запад ее спас. Если бы Запад хотел, то ничего бы этого не было. У него огромная сила. Россия колоссально отстает от Запада. Многие об этом писали. Я как бы тоже не со своих слов, а с чужих, конечно, говорю, но это правильно, что Запад, извиняюсь, что нынешняя Россия, она гораздо слабее, чем Советский Союз. Она несопоставима, хотя она занимает почти всю ту же территорию, там, за небольшим исключением, но она экономически гораздо слабее. И все, она практически, в средние века куда-то уходит, в архаику. Она уже в глубине России уже жизнь такая, какая-то средневековая совершенно наступила. Вот. И, короче говоря, от Запада это все зависит. Вот. Но Запад, он, к сожалению, у них такой характер, они слишком хорошо живут. Они слишком боятся это все потерять, свою, так сказать, устроенную хорошую жизнь. Этим всем рисковать совершенно не хотят. Вот. Они склонны больше всего ценить вот эту так называемую стабильность, чтобы лодка не раскачивалась, чтобы ничего не угрожало их благосостоянию и покою. Вот. Бизнес западный считает, что на России это большой рынок, и его нельзя упускать. Это потеря больших денег. И поэтому Запад лоббирует в своих странах, в своих правительствах, лоббирует упорно снятие санкций с России, нормализацию отношений с Россией. И я читаю с отвращением, а редакция печатает с восторгом, вообще с умилением, видимо, вот в «Новой газете» я читал, когда сидел в тюрьме, там целая вкладка какая-то, организованные там немцами, немецким посольством, не немецким посольством, а вот, знаете, какая-то палата торговая, вот, немецкий бизнес, объединенный вот в эту палату, он как бы вот печатает там вкладку в «Новую газету», и они там пишут, что, значит, дорогие русские, мы все равно с вами, несмотря на санкции, на то, что наше правительство пытается нас поссорить, но наш бизнес с вашего русского рынка не уйдет ни за что, мы все равно держимся за ваш рынок. То есть они думают, что они герои и молодцы, налаживают, так сказать, контакты с русскими, заодно и деньги зарабатывают, да? Они не понимают, что они себе на голову выращивают вот это вот, потому что эти русские, они не ограничатся ни Украиной, ни Белоруссией, ни Грузией, они пойдут дальше, потому что ведь русские это кто? Русские это наследники Орды 13 века, да, которая двигалась там со стороны Китая, да, и ставила себе целью дойти до последнего моря, то есть вот до Ла-Манша, да, захватить все. Они просто не знали, что там дальше есть Америка, да, они считали, что это край мира, и хотели захватить весь мир, не меньше. Весь мир, известный на тот момент, на 13 век. Вот это, собственно, оно и есть то же самое, только в 21 веке, и одетые в цивильные костюмы, в хорошие галстуки, там, от хороших модельеров. Вот. Но, по сути, это та же самая Орда, тот же самый 13 век. Только на уровне цифровых технологий 21 века. Я совершенно не верю, что Запад это понимает. Запад близко этого ничего не понимает. Вот. Они в свое время признали Советский Союз, вот. Американцы в 1933 году его признали, решили, что торговать с русскими все-таки выгодно. А то, что там эти все, там, тот же самый лес, который шел на Запад, там на экспорт, его зэки валят в лагерях, каторжный труд устроили, это им было все равно, и, как бы, так сказать, долгие усилия понадобились, пока там на Западе какая-то возникла кампания против использования там русского леса, сваленного зэками. Вот это все вот так вот тяжело достаточно до них доходит, они не хотят ничего понимать. Надо стучаться, надо пытаться доносить до них. Другого пути нет. Кардев, первый президент Чеченской республики Ичкерия, сказал, что если сегодня признать Чечню внутренним делом России, то настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. Сегодня фактически мы это видим. Сегодня проводятся убийства неугодных. Вот у нас в Берлине тут был убит 23 августа чеченец Зелимхан Саакашвили. Мы склонны считать, что таким способом Путин, Россия, путинская Россия пытались воздействовать, да, запугивать Ангелу Меркель. Но ситуация меняется. Вот, например, вчера Борис Джонсон заявил следующее. Я действительно считал, как, думаю, и многие другие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что можем начать все сначала с Россией. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма. Очень-очень печально, что я был неправ, заявил Борис Джонсон. Как вы считаете, ситуация меняется? Как вы замечаете вот этой тенденции к изменению? Если они наконец-то освободились от иллюзий, наконец-то, это хорошо.
Я очень надеюсь, что хотя... Джонсон, кстати, и был известен как противник вот этих вот заигрываний с Россией, по-моему, и раньше. Я вот и то удивился, что неужели он тоже решил, так сказать, попробовать вот это вот. Нет, именно они раньше заблуждались, а сейчас они уже пришли к тому, что перезагрузок больше не будет с Россией. Тогда слава богу, хотя бы, значит, Англия руководима разумными силами, которые понимают правильно суть России. Но на континенте, к сожалению, ее не очень понимают. На континенте все равно там, я просто знаю по различным источникам в интернете и в других местах писали мне люди, которые там жили, что в Германии, например, пророссийские настроения очень сильны. Очень сильно, да, и присутствует такое. Но после вот этого преступления, вот этого террористического акта по убийству Зелимхана Хангашвили, ситуация начала меняться. Конечно, здесь очень много как агентуры, так и агентов влияния, финансы очень большие сюда закачаны. Но ситуация потихонечку меняется, и наша задача доносить. В том-то и дело, что они закачивают финансы и могут развернуть, так сказать, свою деструктивную пропаганду на огромные массы людей. Они как бы не жалеют ни денег, ни усилий, ничего, да. А нормальные люди, чтобы им противостоять, они даже не могут найти там, достаточно средств, да, достаточно возможностей, чтобы развернуть какую-то контрпропаганду, какую-то, так сказать, какую-то прессу такую поставить на серьезную основу, чтобы можно было говорить о том, что есть на самом деле, да. Я вот, например, читал в свое время там такой оппозиционной, так называемой прессе, что я и сам даже по телевидению по российскому это видел, что Россия подбирает всякую шваль на Западе, всяких каких-то сомнительных личностей, и выставляет их, значит, в качестве экспертов на российском телевидении, они начинают там хвалить Путина, они подаются как бы какие-то такие представители западного общественного мнения, там, науки и прочее, и выражают свой восторг перед мудрой политикой Путина и говорят, что Запад все равно уже проиграл, а Россия, типа, вот, она уже победила, что называется. То есть понятно, что это полная туфта и пропаганда, и демагогия, да? Но Запад. Да. Но тем не менее, Россия все это делает как бы совершенно беспрепятственно, тратит на это большие деньги, да. А вот Запад, например, он ничего не может противопоставить этому, да. Ведь есть достаточно людей, которые знают хорошо, что делается в России, что она из себя представляет, да. Почему бы, собственно, было им не предоставить, допустим, трибуну, да? Почему бы было не попытаться, так сказать, создать какой-то информационный поток как бы в другую сторону? Вот этого я не понимаю. Ведь есть же средства массовой информации, есть мировые, так сказать, бренды в области СМИ там на Западе, да, и печатные, и электронные, какие угодно. Ничего этого не делается. Это вот даже, я не могу даже вот охарактеризовать, это общий какой-то такой упадок и бессилие Запада, вот как говорится. Потеря воли, что называется. Слишком хорошо живут и боятся все это потерять и не хотят рисковать. Вот и все. И, как правило, поддерживают обычно тех, кто уже очевидно побеждает. Когда будет видно, что вот побеждает именно эта страна, тогда они будут ее поддерживать. Вот. Чеченцы, если бы чеченцы действительно, так сказать, достигли каких-то более серьезных успехов, да, они, может быть, их бы поддержали, если было понятно, что чеченцы действительно выигрывают войну. Тогда бы их признали на официальном уровне. А поскольку Москва сильнее, она все равно там успевает задавить все это, так сказать, то вот все. От чеченцев отвернулся Запад. Вот. Ведь в свое время, знаете, это позорище совершенно немыслимо. Я как бы с ужасом и сожалением на все смотрю. Да? Ведь в свое время за агрессию против Финляндии Советский Союз был исключен из Лиги наций. Это известный исторический факт. Вот. А что касается нынешнего момента, что Россия позволяет себе делать все, что угодно уже 20 лет, я не говорю о том, что нападение на Чечню было еще до того, еще при Ельцине, первое нападение. Вот. Но, тем не менее, ее никто не изгоняет из ООН. Наоборот, она там рулит практически. И пользуется там незаконно находится. Там должен находиться СССР, а не Россия. Да, она как бы официально это место унаследовала, и там находится, и как бы накладывает вето на все, что ей не нравится. Вот. И происходит совершенно вот эта позорная ситуация. Никто остановить не может, и как это разбуянившаяся вот эта вот личность, да, неукротимая совершенно, вот, делает там, что хочет. Вот. Я думаю, что ООН, глядя на это, приходит мысль, что сама ООН себя, в общем-то, уже изжила, походу, и пережила. И она уже все, так сказать, деградировала, попав в руки вот таких людей. Как Путин, как его представитель, китайцы еще там тоже, так сказать, на заметном посту находятся. В Китае тоже творятся чудовищные вещи. Вот ее бы надо было тогда просто распустить. Она никакой роли уже не играет, она никого спасти и защитить не может, это ООН. Она себя... В уставе ООН нету механизма введения туда нового члена, а записан там СССР.
правопреемство – это межгосударственные отношения, а Совет Безопасности ООН – это надгосударственный орган. Поэтому мы считаем, что незаконно там Россия находится. Но более того, оставим даже этот момент. Мы подали заявление в прошлом году, в 2018 году, в Международный уголовный суд в Гааге на военные политическое руководство силы, на военные политические силы России за преступления, геноцид, агрессии, военные преступления, преступления против человечности. Заявление у нас приняли, но пока в производство оно не принято и расследование по нему не начато, по фактам, которые мы подали туда. С чем вы связываете вот это малодушие, это, да, или же это все-таки финансовая заинтересованность, что вот Россия такая богатая, из нее надо качать нейтраль? В том числе и финансовая, конечно, и не только финансовая. Понимаете, ну, есть такая прекраснодушная точка зрения, что вот право это как бы все, что закон это самое, это, так сказать, основа жизни, да. Но на самом деле все обстоит проще и циничнее. Главным и практически единственным источником права является сила. Тот, кто сильнее, тот оказывается и прав по умолчанию, потому что некому его отдернуть, никто не может ему, так сказать, возразить и остаться безнаказанным за это. Вот. Россия очень сильна, она действительно очень сильна. Она сильна материально, она сильна, так сказать, вот в военном смысле, они перевооружились. Она слаба внутренне, потому что у них вся инфраструктура, вся, так сказать, жизнь вот населения, она, ну, практически под откос спущена. Нищие какие-то живут, которые там, туалеты у них на улице в 21 веке, вот по этим, даже по городам, по маленьким. Вот как раз кто Джонсон или кто-то упоминал, не помню, недавно. Вот. А зато они перевооружаются, заводят там себе ракеты новые, да, всякие разрабатывают, да. Это полиция, вся эта там песгвардия, все эти войска достигли безумной численности. На это идут все больше деньги из бюджета. И в этом смысле Россия сильна, она представляет собой совершенно недвусмысленную угрозу внешнему миру, и соседям, и вообще всему миру, соседям в первую очередь. Поэтому ее боятся. И поэтому какие бы ни были там правовые отношения, и какой бы, так сказать, высокое вот это вот, так сказать, высокие юридические отношения там бы ни были, да, закон считался там чем-то святым и прочее, но все равно вот этот базис, он будет себя проявлять. Россия сильна, у нее много денег, она может купить, она может припугнуть там своими войсками, и все равно перед ней вот они так побаиваются ее, так сказать, дрожь их пробирает, когда они сталкиваются с Москвой и пытаются ей противодействовать. Ну вот, это воля высшего руководства, я думаю, потому что я допускаю, что есть судьи, что есть судьи вот этого международного суда, которые охотно взялись бы за свою работу, сделали ее как надо. Но, видимо, высшее руководство стран, к которым они принадлежат, им как-то намекает или как-то блокирует их. Политической воли не хватает. Да. Политика, причем в самом таком отвратительном, низменном варианте, вот, она вмешивается вот в эти правовые отношения, в эти юридические механизмы, неизбежно на них влияет, неизбежно их, так сказать, сводит эти усилия на нет фактически. Право базируется только на силе. Сила – это единственный источник права. Надо просто вот пытаться объединяться и противодействовать этому. Если государственный уровень не может этого сделать или не хочет, да, то на общественном уровне хотя бы. Хотя бы это. Становиться сильными, вы предлагаете? А? Становиться сильными. Так, да, именно так. Надо становиться сильными, потому что слабый, он никогда ничего себе, так сказать, не выпросит и не выторгует. Он всегда будет оставаться, так сказать, обездоленным. Надо становиться сильными. И обзавестись ядерным оружием. Вообще было прекрасно. На самом деле, понимаете, можно посмеиваться, но это не смешно. Украина же доверилась как бы гарантиям западных стран, отдала свое ядерное оружие под гарантией своей территориальной целостности. И что? И что теперь? Где эти гарантии? Я не очень понимаю, как лидеры там, и, по крайней мере, послы вот этих стран, Соединенных Штатов и Англии, смотрят в глаза вообще президентам Украины или правительству Украины. Как это можно вот дать гарантии? Теперь эти гарантии растоптаны, да, территориальная целостность грубо нарушена, и ничего не происходит. Все как будто так и надо, как будто ничего не случилось. Все идет по-прежнему. А где гарантии-то? Как вообще? И, конечно, если гарантии растоптаны, если произошла такая вещь, Украине обязательно стоило бы обзавестись снова ядерным оружием, восстановить свой ядерный статус. Если бы был статус, то не было бы захвата Крыма, я думаю. Такие вещи не прошли бы тогда, совершенно очевидно. Вот. Конечно, надо. То есть, как бы я предполагаю, что Украина достаточно мощное, значительное государство, для так сказать, уже обладавшее таким статусом, оно должно его восстановить. Вот это, мне кажется, это совершенно неизбежно.
Борис, а чем вы объясняете то, что вот Америка, да, она, может быть, придерживается того меморандума Будапештского и пытается поддерживает, и слава богу, Украину, а вот западные страны, они не так сильно поддерживают. С чем это связано? Боясь то, что Россию обидеть, или то, что Украина станет сильной и станет конкурентом для них? Ну, я не знаю, насколько она станет конкурентом. Я думаю, что они действительно просто боятся, да, они досягаемы для российских ракет. Они вот именно та территория, которую еще Орда, вот эти вечерние страны, знаете, такое выражение было, да, которые Орда пыталась захватить, там, двигаясь вот в сторону Ла-Манша. Они под ударом находятся, да, они как бы, ну, трясутся, видимо, там от страха внутреннего. Вот, не решаются ни на что. Надо было, конечно, им действовать жестче. Я прекрасно знаю, что эта мразь, эти Путины, вся эта ГБшная банда, да, они поджимают хвост, когда с ними жестко разговаривать начинаешь. Да, знают все. Только они, язык силы. Да, и у них сразу начинается тон другой. Вот, они начинают сразу, так сказать, нервничать. Вот. Они боятся только и понимают только жесткий и решительный отпор. Западные страны, в том числе Евросоюз, должен был бы дать им жесткий отпор. В это время Евросоюз демонстрирует совершенно позорное явление, там, торжественное возвращение делегации России в ПАСЕ, там, еще что-то, да, попытки превратить обратно семерку в восьмерку, значит, опять, в том числе и устами Трампа, который тоже это предлагал. Вот, то есть это совершенно позорное явление, объясняется они, видимо, трусостью, да, изнеженностью, вот этим, блядь, на самом деле ведь аналитики Путина и западные друзья его, и в России, они правильно пишут, что, ну, Путин это сильный лидер, вот сильный на фоне вот этих ничтожных, слабых лидеров Запада. Ведь это, по сути, правда, печальная, но так оно и есть, понимаете? Вот это торжествующее победоносное зло, которое уверенно прет на пролом и берет все новые и новые там горизонты, штурмом, так сказать, их берет, да, оно поневоле привлекает к себе симпатии, хотя оно остается злом. Но когда зло побеждает и торжествует, такова человеческая психология. Люди, ну, тянутся к нему и считают, что оно хотя и зло, но его как-то можно простить и что-то в нем такое положительное найти, схитриться. И Путин этим пользуется. Он как бы, он сильный и победоносный. Он взял и захватил Крым, вот взял и захватил, и наплевал на все ваше международное право, на все гарантии, на Будапештский меморандум. Да чхал он на это. Он взял и захватил. И на его стороне симпатии. Получается, что он выиграл. Вот. Именно этот психологический феномен как бы объясняет вот это положение, понимаете? Сильный он как бы, ну, он привлекает симпатию автоматически, и надо становиться сильным и давать ему жесткий и решительный отпор. Только так. Ну, допустим, европейские страны не хотят потерять свое благосостояние, свое вот положение сложившихся вещей. А с чем связано то, что вот Украина, которая только защищается, как мы знаем, они понимают только язык силы, защищаясь, победить невозможно. Почему Украина, которая потеряла там более 13-14 тысяч уже своих граждан, часть своей территории, не помогает внутри России разным организациям, разным людям, группам лиц, чтобы вот этот процесс развала, уничтожения вот этой тюрьмы народов ускорить? С чем вы это связываете? Им-то уже бояться нечего. И они воюют, гибнут на фронте. Между прочим, я припоминаю, что Зеленский, когда его только избрали, вот что-то, или даже в процессе выборов, я не помню, он что-то такое говорил, что вот надо как бы попытаться организовать какую-то помощь противникам режима. Хотя бы в информационном плане. Да, хотя бы так. Потом, помнится, был разговор о том, что будет введен упрощенный порядок получения украинского гражданства людьми, которые преследовались в России по политическим мотивам. Вот типа меня. Я, наверное, могу тоже на это претендовать. Вот, то есть что-то такое, ну, минимальное. Они вот, по крайней мере, говорили, что хотят сделать. Я не знаю, насколько это все. Я не нахожусь сейчас в России, поэтому я не знаю, есть ли там какая-то поддержка со стороны Украины. Но я очень сильно сомневаюсь, конечно, в этом. Вот. Точно так же, как и Запад, руководство, верхушка Украины, понимаете, ну, вообще, как бы, есть такое правило, я как бы его для себя сформулировал, по-моему, оно очевидно, что в любых ситуациях, в любых иерархических структурах на самый верх попадают самые умеренные. Самые слабые и умеренные, которые готовы наиболее к компромиссам. Те, кто жестче и радикальнее, они наверх не попадают, потому что вот выносит именно туда наверх, выносит волна именно самых умеренных и готовых к компромиссам. Вот. И, конечно, они связаны вот этим нормандским форматом,
вот этими договоренностями, они не могут ничего сделать, они и внутри, и та оппозиция, которая есть в России, между прочим, бог его знает, стоит ли она вообще такой поддержки, она не является серьезной оппозицией, это такая марионеточная оппозиция, совершенно несерьезная, которая воюет, лично с Путиным или там с каким-то его окружением, но не с государством как таковым, не с системой как таковой. Это все абсолютно бесполезно, это хождение по кругу тоже, очередной виток просто, и все, заход на новый круг. Вот. Украина могла бы, да, хотя она сама не настолько сильное государство, так сказать, не как Германия, тем более не как Америка, но могла бы, да, ей стоило бы это делать активнее. К сожалению, этого тоже ничего нет. Дают убежище, я не знаю, многим ли давали за последние годы. Мои знакомые многие получили, по крайней мере. Но надо было тоже давать активнее. Кого-то выдворили даже, выдали в Россию. Это вообще позор. Да, вот Тимура Тумгоева, защитника Украины, который был на фронте, его вызвали, и Евгений Енин, такой есть зам генерального прокурора, он подписал указ и выдали человека, который защищал Украину, вызвали с фронта. Этот человек знал места расположения всех, дислокацию всех своих побратимых. Его выдали, и сейчас подвергся жесточайшим пыткам человек и получил огромный срок. Сидит, да, такой случай есть, и это очень печально, что, это кроме как изменой конкретными лицами назвать, конечно, нельзя. Борис, давайте тогда, у нас время немного осталось. Хотел бы поговорить о российской оппозиции. Да? Вы неплохо владеете ситуацией, по крайней мере, с некоторыми людьми вы знакомы лично. Чеченский вопрос – это табу. Даже вот у этих оппозиционеров, так называемых оппозиционеров. Это много говорит о них, уже одно это, много говорит об этой оппозиции. Это для меня такой маркер. Если Чечню не признают, хотя мы юридически соблюли все основания и Советского Союза, и международное право вышли, и в 1997 году Ельцин с Масхадовым подписали договор о мире, да, это государственный документ подписали, и все равно нас называют упорно частью России. Даже вот эти оппозиционеры, так называемые. Как вы видите их роль? Какую роль вы видите? Есть как бы системные, да, и несистемные. Кого вы видите вообще? Кроме вас самого, конечно. На роль лидера, я имею в виду. Вот это деление на системных и несистемных, я его вижу совершенно иначе, чем вот там принято считать в России. Потому что там системными считается кто? Там системными считаются те, кто участвует в выборах, там находится в Государственной Думе и непосредственно участвует в работе государственного аппарата. Да? А на мой взгляд, люди, которые не участвуют в этой работе, которые не находятся в Думе, а которые где-то там на улицах, допустим, что-то делают, ничего больше они не имеют, они во многом сами принадлежат к той же, понимаете, они духовно принадлежат к той же самой системе, они разделяют те же самые базовые фундаментальные ценности, что и система. Они это как, знаете, бывает, что два ствола из одного корня дерева растут в разные стороны. Это может быть и в разные стороны, но корень у них один. Глобальные, фундаментальные ценности у них одинаковые. Они хотят только вот этот режим убрать, да, причем не вникая глубоко в вопрос, откуда взялся этот режим, что он собой представляет, да, случайен ли он или не случайен в истории России в данный момент. Это все очень такая легковесная позиция, это знаете, это все равно, что, огород пропалывать, да, отрывать только верхушки у сорняков. Надо с корнями выпалывать, чтобы не росло, да, а они только верхушки отрывают, и все. И все это продолжится точно так же и дальше. Их усилия ни малейшего результата не принесут. Они фактически они занимаются коллаборационизмом. Я могу четкий критерий озвучить. Я его пришел к нему таким путем наблюдений и размышлений, да, что любая политическая организация в России, которая позиционирует себя как оппозиционная режиму Путина, но при этом исходит из перспективы дальнейшего существования РФ как государства, не из распада, а из того, что РФ продолжает существовать как государство, как субъект международного права в нынешних границах. Это не оппозиционная, а коллаборационистская организация. Не может быть оппозиции Путину без ликвидации того фундамента, на котором это все построено. Из той почвы, из которой эти диктатуры, эти Путины все время вырастают.
Вот. Это в любом случае, ну, основной маркер тоже. С этого должно все начинаться. Люди, которые думают, что они сейчас это государство опять реформируют, а будет все хорошо, демократию опять наладить. Надо им напоминать, что в 90-е годы демократия уже была, все институты были, демократия достаточно адекватно работала, все было, права человека худо или бедно, помимо Чечни, естественно, внутри России худо или бедно они соблюдали все-таки как-то. Плохо, недостаточно, но все-таки это было. И куда это все делось, хотелось бы спросить. И так же точно будет и дальше, если эта так называемая оппозиция опять сможет прийти к власти и возглавить страну и взять вот эти рычаги управления в свои руки. То есть будет пройден еще один круг и опять закончится тем же самым. Опять начнется диктатура, опять население будет считать, что ими не те какие-то люди управляют, или не той национальности, или слишком богатые, что там в мире их недостаточно уважают. И опять захочется им железной руки и вот этого сталинского, так сказать, железного захвата, ежовых рукавиц. Все это ходит по кругу. Без того, чтобы разорвать этот круг, без того, чтобы разрушить само это государство, сам фундамент, никакая оппозиция там, ну, те, кто этого не декларирует, оппозицией по определению не являются. Это все профанация, это спойлеры и, так сказать, коллаборанты. Это путинские халуи, грубо говоря. Они больше всего на свете боятся, чтобы их, ну, по каким-то путинским законам там их не прищучили, не пришили им какой-нибудь экстремизм, там, терроризм и прочее, прочее. Я уж даже не говорю о том, что они все категорически не желали защищать меня, когда я сидел. Это тоже в определенном смысле, тоже, так сказать, показатель. Потому что они считали, что если они будут меня защищать, то их самих обвинят, что они разделяют мои взгляды. Они как бы будут записаны в мои сообщники. Вот. И они категорически отмежевывались, ничего делать не хотели. Вот. Они боятся, чтобы не прослыть какими-то, так сказать, не такими, недостаточно лояльными в глазах Путина и высшей власти. Хотя разыгрывают из себя оппозицию. И правозащитники, и политики, там, типа там каких-то Навальных или прочих. Вот. Все это туфта, все это никакая не оппозиция. Это все то же самое, вид сбоку, понимаете? Симулятор. Да, совершенно верно. Да, и ну смотрите, вот того же сейчас вы затронули Навального, тоже очень интересная такая личность, который говорит такие вещи, за которые, например, нас с вами бы давно бы не только бы там на 15 суток посадили, вы 12 лет отсидели за то, что говорили. Вот этот человек говорит такие вещи, выводит людей на митинги, но его, ладно, в России понятно, что я считаю, что это симулятор, искусственно созданный, это как тот же Ельцин, который как бы должен был перейти и стать демократом, да, перед Западом. То же самое сейчас делает Навальный. Но есть русская редакция BBC, русская редакция Deutsche Welle и другие уважаемые издания, телевидения, там, или как они сейчас себя, и в интернете, которые существуют. И они тоже усиленно, вот в РБК пришли там с проверкой, там, это сделать, то. И Навальный такой представляется таким оппозиционером, хотя он является симулятором. Почему вот эти западные средства массовой информации транслируют эту информацию? Неужели журналист не может просто разобраться, немного покопаться? Видимо, вот видите, как это неудивительно для нас с вами, а вот похоже, что не может. Видимо, не может, да. Видимо, такая наивность, что они видят совершенно очевидно, то, что в глаза бросается. Да, похоже, что какие-то личные гарантии какие-то даны ему, этому Навальному, что лично его сажать всерьез не будут. Его сажают на 30 суток в условия, ну, достаточно комфортные. Этот спецприемник на Симферопольском шоссе, это, знаете, это не те места, где я был. Это гораздо комфортнее. Вот. Да, но его соратников сажают, которых с разных регионов, молодые люди, они идут пачками, просто, как говорится. На соратников, видимо, гарантии не распространяются. Да, их сажают, да. А вот его, даже на брата на его, видимо, гарантии не распространялись, хотя брат там, ну, отсидел срок небольшой и тоже в условиях, ну, не очень ужасных. Может быть, знаете, может быть, даже и на брата гарантии не распространяются, или как-то ограниченно распространяются. Но на самого товарища Навального, видимо, распространяются там гарантии какие-то такие жесткие, что самого его сажать не будут, он может как бы проповедовать дальше и изображать, что он как бы вождь оппозиции. Он работает, понимаете, над вот, так сказать, возбуждением в людях вот этих вот люмпинской зависти к богатым. Я об этом уже неоднократно говорил. Он работает на так сказать, пролетарскую революцию в духе Ленина и Шарикова. На то, чтобы все отнять и поделить. Мне это глубоко чуждо, понимаете. Но он, знаете, независимо
независимо от того, какие у него там реальные отношения с властью, насколько там есть гарантии, договоры и прочее или нет, я думаю, что есть. Вот. Независимо от этого, его собственная позиция, вот в чем она заключается? В том, чтобы все отнять и поделить, по сути. В том, чтобы показывать разъяренным этим люблинским массам, что вот такие-то и такие-то, тут слишком много у них всего, слишком много у них там дач, дворцов, там яхт, еще чего-то. Надо, с ними разобраться. Не в каком-то другом смысле, что они что-то, так сказать, делают, нарушая чьи-то права, свободы и прочее. А вот просто, что слишком много у них есть. Вот просто слишком богато живут. Это чистая зависть, понимаете? Не нравится, что кто-то живет сильно лучше тебя. Возьми и постарайся тоже свой уровень повысить. А они стараются в России традиционно принято, если сосед богаче живет, то не самому стараться заработать побольше, а соседа сжечь, чтобы он не заносился, чтобы он не жил так хорошо так сказать, в укор всем остальным. Вот они пытаются это сделать, сжечь соседа богатого. К этому Навальный, собственно, и ведет. Борис, а это не получается ли, что вот его работа, которую он ведет, да, никаких таких доказательств именно кражи, там, доказательств коррупции, да, где можно, вот, как говорится, в уголовное дело поместить, он не приводит как таковых, но показывает, что вот у Медведева есть, у других там есть такие-то крупные имущества, большие состояния. А не получается ли это, что вот он перед общественностью, перед народом легализует это состояние, и через какое-то время это новое дворянство, которое уже все про них знают, что у них есть вот эти все состояния, дворцы, что, есть, вы уже давно знаете, что они у нас есть. Не эту же роль в том числе он преследует, цель? В принципе, да, я с вами согласен. Хотя это уже, понимаете, это уже ничего особенного не добавит к ситуации, да, есть и есть, все и так знают. Если есть какой-то большой дворец, да, его трудно скрыть так, чтобы о нем вообще никто не знал, даже с Навальным или без Навального, все равно дворец, он заметен. Это такая вещь, которую не спрячешь, не иголку в стоге сена. Вот. Он фактически да, хотя я не то, чтобы я глубоко рассматривал с этой стороны, но в принципе, да, это тоже присутствует, это тоже имеет место. Легализует, да, они особо они не боятся, что их легализуют, они особо и не прячутся. Вот. И, в общем, как мы видим, на него в суд тоже никто не подает, не пытается оспорить, так сказать, его данные. Видимо, им это все равно, и похоже, что они работают, в какой-то такой паре, как называется. Да, если придаться логике, то вот эти миллиарды, которые есть, эти люди, которые сейчас уже не молодые, скажем так, что Медведев, что Путин, им когда-то нужно уходить на пенсию, и вот это все надо отдавать каким-то своим детям, да, стать наследниками, как на Западе это происходит. Тот же Трамп был, да, его папа был богатым, сейчас его дети уже унаследуют его там состояние. То же самое должны сделать и в России, то же самое. И вот эти состояния уже имеются, и Навальный рассказывает, что вот эти состояния есть. Это такое неодворянство, о котором говорил Патрушев еще в начале 2000-х годов. Да, я помню. Да, и уже вот так зацементировать вот это их положение. И вроде бы и всем приятно увидеть, что вот это хапуга и вор, а без доказательств это всего лишь сотрясение воздуха. С одной стороны, да. А с другой стороны, я еще добавлю, что, знаете, легализует их или нет, но если начать, так сказать, наустивать толпу, что называется, вот люмпинскую какую-то, да, такую, не нищую, скажем так, бедную, если начать ее наустивать и разжигать вот эту ненависть, да, классовую, так скажем, вот, то это, знаете, толпа, если пойдет громить эти усадьбы, она же не остановится на тех, о ком говорит Навальный, понимаете, это легко представить себе, да, что не будут они там вычислять, в каком дворце живет честный какой-то человек, а в каком там ворующий чиновник, они пойдут громить всех подряд, потому что сам вид вот этой роскоши, да, вот этого всего, так сказать, богатства такого, пойдут ли, Борис? Да, их будет подзадоривать. И пострадают не только чиновники, пострадают все. Это будет очередное раскулачивание, очередная, так сказать, экспроприация в духе 1917 года. То есть никому не поздоровится, что называется. Я не знаю, понимаю, если кто-то из тех, вот о ком идет речь, там где-то негласно его поддерживают, понимают ли они, чем это может для них-то кончиться? Бог его знает. Тоже непонятно, вообще неизвестно. Вот. Ничего хорошего, мне кажется, это пропаганда вот этой вот зависти и, так сказать, попыток разобраться и отобрать и раскулачить. Ничего хорошего в этом нет. Это легко начать, но очень трудно остановить этот процесс. Он катится дальше, как лавина, и набирая обороты обычно. И все, останавливать придется
очень тяжелыми методами. Хотелось бы еще по одной оппозиционной стороне российской оппозиции, так называемой, сказать. Есть такой террорист Гиркин, Стрелков, по кличке Стрелков. Да. Это тоже как бы из вот этого российского оппозиционного движения. И как бы он себя очень сильно позиционирует. Есть телеканал «Царьград», по-моему, он называется. Да? И вот как вы считаете, что это за люди и вообще какую роль они играют? И представляют ли они угрозу вообще для путинского режима и для нас, для демократического правового режима, который... К сожалению, я думаю, что представляют, да. И это, знаете, в России, оппозиция нормальная, так сказать, либеральная и демократическая, она сведена к полному ничтожеству, там, к каким-то одиночным пикетам, к полному нулю вообще, никакого влияния не имеет. А вот эти товарищи, они себя тоже позиционируют как оппозиция. И тот же самый Гиркин, он неоднократно о Путине говорил в таком достаточно неприятном тоне, так сказать, критиковал его и высказывался о нем достаточно жестко. Только, естественно, со своей стороны он не любит Путина за то, что Путин там предал эту так называемую Новороссию. Не добил Украину. Там, да, не добил Украину, не осуществил все эти планы по захвату и так далее. Я так думаю, что да, они могут представлять опасность для Путина, хотя Путин очень силен, у него под началом много войск. Но бог его знает, эти люди тоже работают с войсками. Этот Гиркин, он ГБшник сам. Кто он там, полковник или кто? Я не помню. Он представлялся. Да. Этот самый Клочков, я слышал, он тоже к нему примкнул. Клочков, это тоже полковник, он там тоже где-то связан с войсками и уже тоже отсидел. Да, военный. Я не знаю, я не могу сейчас отсюда вот так вот сходу оценить, насколько они сильны, насколько они представляют угрозу. Но, во всяком случае, настроены они достаточно решительно, мне кажется, достаточно воинственно. Это, знаете, можно сравнить с тем, что, может быть, не очень корректное сравнение, но мне почему-то приходит в голову, что в свое время была оппозиция вот со стороны Макашова, 93-й год, помните, да? Когда Ельцин сам вел такую политику, и нашим, и вашим, что называется, на грани, что называется, да, готовил там это нападение на Чечню, уже оно постепенно, так сказать, там вызревало, да? Но, тем не менее, вот эта публика, которая пыталась там его свергнуть силой и, так сказать, устроили путч в Москве, это еще в 1000 раз хуже. Это просто откровенные вот эти вот бандиты, фашисты и коммунисты, все что угодно. Вот, это еще была значительно большая угроза. Вот, тогда бы они уже не на Чечню бы напали, я не знаю на кого. Тогда бы уже могли Крым захватить прямо сходу, что называется, в 90-е годы. Вот. То есть ничего хорошего в этой оппозиции нет, и если она угрожает Путину, то нормальному цивилизованному миру, и особенно соседям России, она еще больше угрожает. Это не та оппозиция, которая вообще имеет смысл хоть сколько-то поддерживать. Абсолютно не та. Спасибо большое, Борис, за интервью. Я надеюсь, это не последнее наше интервью. Да, я тоже надеюсь. Да, мы еще поговорим тогда. Еще раз вас с освобождением. Очень интересно было послушать вашу точку зрения. И до следующей встречи. Всего хорошего. Всего доброго, всего хорошего. До свидания.